На неделе ГКНБ отметил День работников органов национальной безопасности. Им исполнилось 92 года. А вот вооруженным силам Кыргызстана исполнилось всего 27 лет. Чекисты отсчитывают свою историю с 20 декабря 1917 года, когда в Москве была создана Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем, хотя Кыргызстан в то время в состав новой России не входил. А кыргызская армия ведет отсчет с 29 мая 1992 года, когда был подписан президентский указ о взятии под юрисдикцию независимого Кыргызстана всех соединений и частей советской армии, дислоцировавшихся на тот момент на территории республики. И это не просто казус. Если предположить, что службы безопасности в республиках, появившихся на месте СССР, до сих пор остаются едиными, становится гораздо понятнее, почему Россия является стратегическим партнером Кыргызстана. Федеральная служба безопасности России оказывает неоценимую помощь спецслужбам независимого Кыргызстана. А в последнее время в страну уже стали приезжать даже учителя русского языка из России, чтобы преподавать в кыргызских школах. В четверг же, в связи с проблемами мигрантов, российский президент Владимир Путин сказал на пресс-конференции в Москве, что в Центральной Азии надо открывать больше школ и филиалов российских вузов. Сложнее адаптироваться людям, скажем, из Средней Азии. Ну, там мы что должны делать? Там просто нужно внедрять наши системы образования. И тогда и люди себя, приезжающие себя будут сюда к нам, будут чувствовать себя более комфортно. И не будет такого раздражения у местных людей, у местных жителей, когда они сталкиваются с неуважением к нашей культуре, к нашей истории. Некоторые ведут себя, прямо скажем, так, как дома бы они себя не вели. И это тоже вызывает раздражение.